Понедельник, 19:30. Вы включаете свои совершенно разнокалиберные телевизионные приемники, попадаете на эфир национального телевидения, где только-только начинается программа «Не пропусти главное». С вами я, Дмитрий Аргунов. Вместо обозначения темы я бы хотел привести такую житейскую очень ситуацию. Стою я с утречка, захотел помыться, открываю краник, и оттуда кофе, ну, примерно с молоком по цвету, но отнюдь не с сахарным песочком. Вот так вот, на минувшей неделе качество подаваемой воды, качество питьевой воды стало одной из тем, которые бурно обсуждались в нашем обществе. Связано ли это с погодными, сезонными и прочими явлениями, или это имеет какие-либо другие корни? Об этом и не только мы поговорим сегодня в эфире программы «Не пропусти главное». Мы начинаем. Ну, насчет кофе с молоком я, конечно, так гиперболизировал. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить по указанным телефонам и задать свои вопросы представителям очень солидных организаций, ведомств, общественных объединений, которые присутствуют сегодня в студии. Здравствуйте, я рад вас всех видеть. И хотел бы все-таки обратиться в первую очередь к Роспотребнадзору. Так получилось, что ну, не только минувшую неделю вы были героями, скажем так, народных обсуждений. Именно по вашему иску было некое определение суда. Да. Ну, началось это все, конечно, с мониторинга, который проводится в отношении качества воды. О нем расскажет Маргарита Васильевна чуть попозже. Значит, мы подали исковое заявление в суд в защиту неопределенного круга лиц, потому что у нас, как всегда, сезонно люди начинают обращаться, потому что вода грязная. В прошлом году мониторинг велся с мая по сентябрь, и весь этот период лабораторными исследованиями было подтверждено, что вода некачественная. Поэтому после этого периода мы подали исковое заявление, и решением Якутского городского суда действия водоканала признаны неправомерными, так как вода не соответствовала требованиям ГОСТом Санпина, и о прекращении этих действий. О прекращении подачи некачественной воды. подачи некачественной воды. Напомню еще раз, было еще постановление Верховного суда. Но ответчик подал апелляционную жалобу, было решение Верховного суда, и решение Якутского суда оставлено в силе, и оно сейчас вступило в законную силу. Вот по этому поводу мы взяли комментарий у представителей Верховного суда, который мы записали. Давайте послушаем его, видеосюжет. Радмила Анатольевна, правда ли, что Верховный суд вынес решение по поводу перерасчетов за воду? Да, действительно, это так. А является ли это решение обязательным для всех? В соответствии с частью 2 статьи 13 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Такой вот видеосюжет, по которому водоканал уже в 2 инстанциях признан, скажем, виновным в допущении некоторых нарушений. Да? Тут немножко можно уточниться, это все-таки касается либо перерасчетов, поскольку вы тоже юрист по профессии, да? Или это несколько другого касается? Я понял, Дмитрий. Ну, давайте я чуть-чуть уточню. Я, честно говоря, не знаю, кто давал комментарий из Верховного суда. Ситуация в том, что действительно, как сказал представитель Роспотребнадзора, да, было обращение в суд на водоканал в защиту неопределенного круга лиц. Исковые требования были признать водоканал, значит, это я говорю про первое обращение сейчас, виновным в совершении этих действий по подаче некачественной воды и привлечь нас к административной ответственности за эти действия. Вот, было 2 решения суда, в котором, обращаю ваше внимание, водоканал был признан невиновным в том, что подает некачественную воду, вот, и был освобожден от административной ответственности. Эти оба решения Якутского городского суда оставлены в силе Верховным судом. Значит, было еще одно обращение со стороны Роспотребнадзора с требованием, значит, прекратить
поставку некачественной воды, вот как раз в защиту неопределенного круга лиц. Вот. И решением именно этого суда действительно суд определил, что в период с мая по сентябрь, значит, подавалась некачественная вода. 15-го года, я Совершенно повторю. верно, да, 2015 года. И соответствующая СанПин. Решение о перерасчете принято не было. Никогда такого требования Роспотребнадзором и не заявлялось. Но, тем не менее, суд указал водоканалу прекратить, значит, вот эти нарушения и привести воду в соответствие. Как указали представители Верховного суда, если это решение, оно обязательно для всех, то водоканалу, наверное, стоит вообще перекрыть задвижку, да? Потому что другой воды вы подавать, я так понял, не можете. Ну, смотрите, Дмитрий, если мы говорим конкретно про резолютивную часть решения суда, там конкретно прописано привести качество воды в соответствие. Это написано в решении суда. Сейчас водоканал этой проблемой как раз и занимается. Вы все прекрасно знаете, что у нас строится водозабор. То есть, по сути, мы исполняем решение суда. Да, действительно, вот то, что вы сейчас сказали, у нас есть закон о водоснабжении и водоотведении, есть в нем норма такая, 21 статья, если я не ошибаюсь, которая говорит о том, что если предприятие водоканализационного хозяйства не может поставлять воду соответствующего качества, то оно вправе прекратить подачу ресурсов. Вообще. Вообще. Да, на тот период, пока это не будет устранено. Ну, если мы все прекрасно понимаем, что водоканал, конечно, такие шаги никогда в жизни не повторит. Да. После вот разъяснения водоканала хотелось бы сказать, что не было первого и второго заявления от Роспотребнадзора о том, что то, что было проиграно, это было административное производство, когда это было по жалобам. У нас за 2015 год было 100 с лишним жалоб на качество воды. Да, это было административное производство по статье 6.5 КоАП, нарушение санитарных норм. И вот эти два дела, которые были проиграны, это малая часть из всех штрафов, которые были наложены. Там был наложен штраф на водоканал подает апелляцию, и они вот выигрывали. Это не имеет никакого отношения к решению суда, вынесенному Якутским городским судом, потому что это уже идет гражданское судопроизводство. Они друг к другу отношения не имеют. Коллеги, давайте сделаем... Подтверждаю слова на самом деле, естественно. Смотрите, какая дилемма. Все правильно, это было административное производство, Роспотребнадзор, опять же, говорю, обращался в суд о наложении штрафа на водоканал. Здесь же стоит вопрос, ну, если по решениям суда, какой? Значит, первое, поддавал ли водоканал воду, не соответствующую СанПин? И законно ли это? Да, однозначно да, подавал воду, не соответствующую СанПин, это никто не оспаривает. Второй вопрос, виновен ли в этом водоканал? Решение суда не виновен. Ну, решение суда признать противоправными действия водоканала, они признаны противоправными, Да. и они должны прекратить эти действия. Совершенно Тут верно. Решение пикировочка суда такая не замечательная, обсуждается. да, на самом деле. Но меня зовут не Павел Стаценко, и тут не передача «Буква закона», да. Все-таки водоканал является уникальным предприятием, которое, ну, по сути, республиканского подчинения, да, но которое обслуживает один муниципальный объект, город Якутск. Если не считать того водозабора, который находится в Покровске. Да. Тут, я так думаю, что муниципальные как бы, службы различного рода, начиная от службы эксплуатации городского хозяйства, заканчивая различными управляющими компаниями, они должны, ну, не то чтобы попутно, что ли, но общими усилиями, скажем так, повышать вот, качество подаваемой воды. Муниципалитет, что вы можете... Я знаю, что вот был круглый стол, и там много очень ярких таких моментов, в частности, вот со стороны Алены Владимировны было. Ну, вообще, к проблеме чистой воды и к ее решению надо подходить комплексно. Обвинять один водоканал, это, по моему мнению, не совсем правильно. Да? У нас и русло реки очень сильно поменялось. Водоканал изначально был построен так, что у него не было очистных сооружений. Ну, в таком виде он уже как бы принял в эксплуатацию. Ситуация, конечно, тяжелая. И требовать, чтобы один только водоканал с этим справлялся. Тяжелое еще в том плане, что согласно решению суда, если они не могут подавать воду надлежащего качества, они могут вообще прекратить подачу воды.
Нет, водоканал также Да. у нас является гарантирующей организацией. Это уже получается по муниципальным нормативно-правовым актам, да, они являются гарантирующей организацией по поставке водоснабжения. И по этому нормативному акту они не имеют права прекращать подачу воды. Вот так. Я бы хотела дополнить. Проблема питьевого водоснабжения в городе Якутске возникла не сегодня, десятилетиями. В условиях отсутствия водоочистных сооружений из года в год у нас наблюдается одна и та же картина. В паводковый период ухудшение качества воды. Да и в целом среднегодовые показатели тоже далеки от гигиенических нормативов. И получается так, что начиная с 2012 года, у нас растет количество жалоб от населения по поводу ухудшения качества воды. Вот если в 2013 году было порядка 60 жалоб, то в 2015 году более 100-108 жалоб. И далее такое терпеть невозможно. Мы вынуждены защищать права потребителя, и по качеству воды здесь отмечается именно ухудшение по цветности и мутности. Вот с 9 мая у нас цветность повышалась от нормативного до 108 градусов, при норме не более 20, а мутность от 4 до 15 миллиграмм на литр достигала. Ну вот в последнюю неделю, вот на данную неделю у нас отмечается некоторое снижение этих показателей, да, улучшение как бы качества воды, но все равно качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Цветность достигла 80 градусов, а мутность до 4 миллиграмм на литр. Это текущие показатели? Это да? текущие показатели. Текущие показатели. То есть, получается, ваш шеф на прошлой неделе делал определенные действия еще с худшими показателями подаваемой воды. Да? И причем Какое действие? заболеваемость в городе Выпивал. Якутске. Нет, старая фотография. Заболеваемость в городе Якутске, где проживает 300 тысяч населения, это треть населения республики, по острым кишечным инфекциям у нас достигает 70% республиканских показателей. Это вот болеет в республике население города Якутска. Мы продолжим наш разговор сразу после рекламной паузы, которая необратима, как слово Божие. Реклама. И ситуация, которая с подачей воды, которая не могла не пройти мимо руководства республики, на прошлой неделе обсуждалась и при участии главы, да, Натальи Платоновны. Все-таки что там вам, как представителю исполнительной власти, да, какие вопросы обсуждались на встрече, ну, совместно с коллегами с водоканала, и каковы пути решения? Ведь в одночасье вот так просто что-то включив и так далее, не сделаешь всю вот эту мутную воду и так далее пригодной для употребления прямо сейчас. Да, действительно, ситуация по качеству воды в этом году особенно обострилась, но мы считаем, что причинами является, несколько факторов на это влияет. Это, конечно же, и с одной стороны и повышение грамотности, да, как ни крути, тут потребитель у нас сегодня достаточно в этом смысле получает информацию, тем более из средств массовой информации. Возможно, с другой стороны, недостаточно информации доводится по поводу того, что делается, да, правительством. Я сегодня хотела бы остановиться на этом более подробно, учитывая то, что вот глава посетил водоканал, и те вопросы, которые сегодня возникают, конечно же, они длятся десятилетиями, они не возникли в одночасье, и решиться, соответственно, в одночасье тоже не могут быть. Со стороны республики сегодня предприняты такие меры, как, еще раз повторимся, да, для тех, кто еще, возможно, не знает, что в 2015 году был объявлен конкурс, и под государственную гарантию привлечен большой кредит долгосрочный под государственную гарантию у Европейского банка реконструкции и развития на 4 миллиарда. Сегодня работы проводятся, и следует говорить о том, что сроки таких проектов не бывают
достаточно короткими, они обозначены сегодня 2018 годом, завершение работ. Соответственно, республика взяла на себя обязательства по финансовым, да, расходам, и сегодня уже выплачиваются проценты. Только в этом году будет направлено 155 миллионов на увеличение уставного капитала в уплату процентов. Кроме того, республикой приняты и в прошлом году и в этом году решение по финансированию дноуглубительных работ. Действительно, как сейчас сказали, проблема водоканала – это проблема не только одного водоканала. И нам, как отраслевому министерству, приходится сегодня констатировать, что да, проблемы сложились, они сложились из нескольких факторов и требуют решения. К сожалению, пока сегодня финансирование решается в основном за счет республиканского бюджета, но без таких решений, естественно, мы проблему не разрешим. Соответственно, все, что сегодня говорится по поводу перерасчетов, да, нужно говорить, что да, согласно правилам предоставления коммунальных услуг номером 354 постановления правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года установлено, что в случае несоответствия показателям по санпиновским нормам, значит, надлежит сделать перерасчет. Перерасчет. Да. От этого сегодня вот перед фактом мы стоим. Тоже невозможно отрицать то, что действительно по закону полагается, да? Но с другой стороны необходимо иметь в виду, что сегодня, да, ну вот, наказав, если так можно сказать, водоканал, мы ситуацию вряд ли исправим. Только вот за счет такой меры. Да? Необходимо понимать, что те мероприятия, которые сегодня проводятся, они дадут эффект тогда, когда будут, весь этот процесс завершен. И я бы сказала, что нагнетать вот в этом смысле обстановку, наверное, не следует, поскольку проблема чистой воды – это не только проблема города Якутска. Если уж говорить о республике в целом, сегодня проблема чистой воды стоит, в принципе, во многих местах. Мы знаем, у нас вот объекты коммунальной инфраструктуры, они же десятилетиями, да, во многом не оформлялись, не обновлялись. Сегодня есть и бесхозные сети, если говорить про имущество. Хозяин, по которым тоже должен предпринимать какие-то меры по исправлению ситуации. Поэтому считать и вот требовать, чтобы это случилось вот в один момент, конечно, это нереально просто. Это не то, что нереально. Вот меня радует то, что изменилась позиция водоканала. Да, года 2 тому назад Николай Васильевич, другой Лепчиков, он говорил, что мы до квартальных сетей подаем нормальную воду. Да? А то, что там у вас творится в квартальных сетях, и тем более в домовых сетях, да, это уже, извините, пардон, ваш головняк. А сейчас, по крайней мере, вот присутствующие здесь товарищи, они говорят, да, это наша вина, наша ответственность и так далее, и так далее. Уже изменение этого подхода уже радует. Да? Но, тем не менее, идет сейчас волна, вот как вы говорите, да, ажиотажа некоего, да, которая в какой-то мере вот, с позиции прокуратуры, которая взвалила ответственность на управляющие компании, на ТСЖ, да, получается. Сергей Викторович, согласен? Да не знаю. Я тут как бы в двояком положении всегда нахожусь. С одной стороны, как представитель ТСЖ, то есть как представитель населения, да, я должен отставить интересы наших жителей. А с точки зрения логики? А с точки зрения здравого смысла, я с точки зрения здравого смысла говорю, ну ладно, накажем мы водоканал, да, сделаем ему хуже. Потом же через наши же налоги, через все остальное, мы потом еще будем дофинансировать все это дело. Ну, зачем это? Для чего? Это вот с другой стороны. Ну, тут самое главное не было объявлено, ведь решения суда не было о перерасчете. Ну, все понимают о том, что решения суда не было. То, что продиктовал там
То, что нам показали в сюжете, оно не соответствует действительности. Верховный суд не принимал такого решения, чтобы заставить всех сделать перерасчет. Было решение, как правильно было озвучено, это привести в соответствие, в норму, ту питьевую воду, которую они подают, чего, к сожалению, пока они не сделали. Вот. И тут опять возникает, в соответствии с тем же 354-м, как Наталья Платоновна сказала, да, если ресурс поставляется некачественно, кстати, вот в виде прикола у нас получается так, до ввода в дом у нас ресурс был, а потом он превратился как-то там фантастическим образом в услугу превратился. Пока это вот с этим юристу тут еще разбирается, как это ресурс превратился в услугу автоматически. Как-то так вот, неизвестно как. Вот, и по идее, конечно, кроме управляющих компаний и ТСЖ, перерасчеты больше никто не имеет права делать. Вернее как, ресурсоснабжающие организации могут сделать перерасчет, но они могут делать это по отношению к УК и ТСЖ. Вот такие взаимоотношения. А вот между жителем и УК и ТСЖ существует свой внутренний договор, по которому они делают перерасчет. Вот так я в двойственной позиции. С одной стороны, я хочу, чтобы жителям сделать перерасчет, все равно с точки зрения ТСЖ мы этих денег не видим, потому что они автоматически переходят в водоканал. То есть мы, с другой стороны, опять по тем же законам, мы должны были, житель, как только получил некачественную питьевую воду, он должен был обратиться в ТСЖ УК со своим заявлением, да, о том, что вода поставляется некачественно. На основании этого заявления УК и ТСЖ обязаны были пригласить представителей водоканала, других организаций, заактировать это все дело. С этот акт, на основании акта, между прочим, не о плохой воде, а о заборе воды. Потом эту воду передать в лабораторию, сделать анализ. И на основании вот этого уже анализа выпустить акт уже и предъявить претензии водоканалу. То есть они предъявляют, жители предъявляют претензии УК и ТСЖ, а ТСЖ регрессивным образом подают уже соответствующий иск водоканалу, чтобы те сделали перерасчет. Причем перерасчет, дадим, просто объясняю, перерасчет – это не возврат денег жителю, как некоторые себе представляют. Это такое, как сказать, отложенный платеж такой, который, условно говоря, житель не будет платить. Да, то, что 50 рублей, количество. которые мы у вас взяли, оно перейдет в следующий месяц, допустим. Типа такого, да? Ну, типа только Да. на неопределенный период времени, там получается. Как Тогда бы, улучшится. с разбивкой, да? Что, водоканал от того, что он деньги получает от УК и ТСЖ вот в этот период времени перестанет получать деньги, у них людям заработную плату платить надо, электроэнергию за те же работы тех же насосов платить надо. К тому же еще, могу сказать, вот в качестве добавки, да, у нас у многих установлены счетчики, водосчетчики. По этим водосчетчикам, водосчетчики показали, что мы потребили эту воду. Мы же ее потребили. Неважно там на что, потребили там на мытье полов или там на какие-то, на смыв унитаза того же, но мы ее потребили, воду. И, в принципе, нас никто особо не принуждал ее потреблять. Это вот второе, да, здесь. С другой стороны, 354 четко прописывает закон, и 416 закон, да, водоснабжения, водоотведения, что кроме питьевой воды другой воды не существует. Нету ни технической воды, ни какой-то другой, там, ни полуплохой, ни частично плохой, там никакой другой нет. Вот, ну, мы понимаем озабоченность всех жителей, как бы и хорошо, что Роспотребнадзор, он, кстати, не с 2012 года, а с 2011 года вы как бы вот это вот с водоканалом боретесь, и мы в 2011 году уже одну такую попытку делали с водоканалом. И на встрече с нами Егора Афанасьевича мы ему озабоченность свою говорили тогда, на первой встрече, когда был у нас в гостях Егор Афанасьевич, мы ему говорили, но надо было как-то глобально порешать. Вот с этого момента был какой-то сдвиг. Тогда нам водоканал сделал перерасчет, но он был настолько копеечный, что жители даже не заметили его. Потому что он там составлял около 100 рублей. И это растворилось в платежке. То есть это, Сергей Викторович, это больше декларативный характер. Требуем возврата наших денег. Больше декларативно. Много ли народу обращалось вот в вашем ТСЖ? Ну, скажу, человек 5-7 к нам обращался. 5-7 обращалось? 5-7. Ну, у нас, Дим, ну нельзя же так. Вот, допустим, наше ТСЖ, да, нам жители доверяют, да, вот. И действительно, мы в меру своих сил и возможностей отстаиваем их интерес. Мы боремся с водоканалом. Я не могу... У нас очень сложные взаимоотношения с водоканалом, с энергетиками, с газовиками. Безумно сложные, потому что мы не даем им шагу шагнуть, потому что любое неправильное начисление в их сторону, как правило, да, получается, мы пресекаем, не даем, и как бы и судимся с ними, и с энергетиками, и с водоканалом судимся, и с газовиками сражаемся, с приглашением правительства и так далее, и так далее.
Мы боремся с ними. И тем не менее, я сегодня, получается, в виде анекдота защищаю как бы интересы водоканала. Ну, я подхожу с точки зрения как бы жителя города Якутска всего, потому что город Якутск, ну, нам нужна вода. Ну, нам нужна даже такая Да вода. никуда... Да. Другой вопрос опять. Потому что возникает. без воды ни туды, как говорится, и не суды, да? Тут еще один маленький вопрос возникает. А как это можно было решить? Давай вернемся к моменту, как это можно было решить, сразу после рекламной паузы, которая, опять же, может быть, не самый подходящий момент, но вынужден нашу замечательную дискуссию. Я попрошу всех поживее, кстати, участвовать. Константин Афанасьевич, следующее слово за вами. Рекламная пауза прямо сейчас. И снова в эфире программа «Не пропусти главное». Сегодня мы обсуждаем качество питьевой, не только питьевой, качество воды, подаваемой в городе Якутске. И вот только что Сергей Викторович Синяев, представитель замечательного ТСЖ, боевого такого, сказал, что было всего 5 или 7 обращений. А вот я хочу спросить следующего нашего гостя, Константина Афанасьевича Борисова, представителя Общероссийского народного фронта. Вы организовали общественный прием по перерасчету. Да? Сколько обращений было? Ну, давайте ваши цифры. Добрый вечер. Ну, я бы хотел начать с того, что не только там сколько человек обращалось, да, а в принципе здесь разговор идет просто о качестве воды, а самое главное это качество воды или качественная вода подается именно жителям. И поэтому вокруг хорошего отношения и за здоровье жителя надо говорить, а не так вот с каких денег мы будем платить. А жители платят, скажем, налоги, и они должны решаться. И для потребителя это, по сути, не должно волновать. Он платит в налоги, он платит... И услуги оплачивает. Да, комуслуги, да, и все. И никаких вопросов не должно его беспокоить. И прийти, вот он теперь уже будет думать, ага, я должен, когда уже будет плохое качество воды, должен в мае подойти, значит, управляющую компанию, потом, значит, вместе с ними по заявлению идти в водоканал и так далее и прочее. Зачем? Вообще этого не должно быть, в принципе. Это первое, да. Второе, да. То есть априори должна подаваться качественная вода? Конечно, безусловно. Ага. И это первое, да. И второе, значит, да, это бородатая проблема. Мы об этом говорим давно, значит, и каждый раз мы слышим, да, вот водозабор делается, там, скажем, поэтапно туда инвестируются деньги, да, бюджетные, и они строятся. Все хорошо. А вот еще есть вопрос о изыскательной работе, что будут русла меняться, да, что в следующем году, возможно, вот так вот будет, и надо там водозабор строить, там использовать какие-то новые технологии. Вообще это делается или нет? Это второй вопрос. И третье, да, вот я отвечаю на ваш вопрос, Дмитрий, я могу сказать, да, мы сперва сделали, холодный опрос жителей, это телефонный просто опрос. Ага, значит, мы привлекали общественников, и они звонили по домам, да, по квартирам. И большинство, это мы примерно делали где-то, если не соврать, то где-то около 700 звонков. Конечно, этого мало, но 700 звонков мы сделали. Мы разбили, значит, город по микрорайонам и звонили. Все в один голос говорили, что они не удовлетворены качеством воды. Но при этом, значит, когда было, вот, да, мы собираем, вот, открываем общественную приемную, да, вот при Народном фронте, да, пришли и, значит, обратились 72 человека. 72 всего лишь. А другие говорят, там копеечное было, там года 2 или там год назад, там перерасчет сделали, мы даже не почувствовали. Еще бегать надо, заявление писать, потом ждать надо. То есть людям это вот до того уже привыкли, да. Ага, вот во время паводка вода ухудшается. Все, будем, значит, жить так. Они до того, даже поколения выросли, да, что качество такое вот у нас такое, они уже согласились с этим. А хорошо ли это или плохо? Да плохо, конечно. Конечно, плохо. А вот то, что у населения начинается вот права культура или права сознательность уже растет, да, это уже показатель хорошего, значит, посыла. Вот это надо воспользоваться и работать. Вот, и не только, скажем, вот, обвинять, может быть, там,
водоканал или управляющая компания. А действительно, я соглашаюсь, там комплекс подойти, начиная от сетей подачи там, воды до питьевой и технические, ну, неважно, вообще подачи, водозабора, ну и так далее. То есть здесь вопрос очень большой, и, естественно, значит, 10 там, или более 10 лет жители ждали, ну, где же конец, где финиш? Вот в чем вопрос. Финиш где, Наталья Петровна? Все-таки я, по-моему, знаю. Да, финиш, как правильно здесь отмечается, комплексно, поэтапно. И действительно, нужно объединять усилия. Мы об этом и говорим, что, конечно, качественная вода, она это источник тоже здоровья. Вот какой? Давайте. Теоретически. 2018 это окончание строительства водозабора. Да? Кроме того, нам нужно же думать о состоянии внутридомовых сетей. На сегодняшний день у нас есть много и ветхого, и аварийного жилья, где состояние инженерной инфраструктуры не отвечает вот всем требованиям. Кроме того, у нас управляющие компании, ТСЖ, те же активные сторонники, вот, имеющие жизненную позицию, да, такую, почему нельзя инициировать и устанавливать те же фильтры на домах? Почему мы не можем предпринять все меры, да, а не только вот заниматься только там перекладыванием? Да, вот почему 72 человека обратились. Они ставят у себя фильтры? Это же Ну вот дополнительные давайте- расходы потребителя. Мы и так Потом привыкли же заказывать платят питьевую воду в значит, баллонах. за воду, и потом же ставить еще и фильтры. А где-то в депутатском берут воду из отопительной сети, и при этом, ну, не надо говорить, что это норма, да? Это не есть норма, на самом деле. Это ужас. Но это реалии наших дней, понимаете? И насчет новых технологий и так далее, Константин Александрович, что делают на водозаборе израильтяне? Вот я тоже задаю тот же вопрос, да? Я примерно знаю, они работают над новым водозабором, да? Уж кто, наверное, скажем так, технологии из Мегева, они, ну, по крайней мере, мне вселяют надежду на то, что будет надлежащего качества, да? Но надежда есть. А вот что в промежутке делать, вот это уже другой вопрос, да, Владислав Михайлович. Все-таки вы спец по чистой воде, да? Да, я занимался этим Водовед. много в республике. Всегда в республике стоял вопрос, при том, что у нас так много, такие большие запасы воды в республике, что на каждого человека приходится по 3 озера и 1 речка. И при этом мы все время страдаем от плохой воды. У нас стояли вопросы, когда поселок Дюбся, надо было огромный поселок, вынесли всю воду с озера Дюбся со льдом, и стоял вопрос вообще переселить этот поселок. В Чурапче что стояло? В Чурапче стоял вопрос, там вообще люди болели в 15 раз больше гепатитом, туберкулезом и кишечными заболеваниями, больше, чем в Нерингре, где за 73 километра притащили водовод и пьют чистенькую воду. А в многострадальной Чурапче пришлось Таттунам развернуть 19 миллионов кубов, прочистить это озеро и потом залить его на большую глубину, чтобы оно не испарялось. И тогда только мы приблизили Чурапчу к Нерингре по количеству заболеваемых. От гепатита страшная болезнь. Поэтому во всех этих разговорах меня больше не то, кто мне там заплатит, вернет деньги. Меня не это интересует, а интересует качество подаваемой воды. Что на сегодня можно сделать? Можно ли сделать вот давайте на будущий год, не до 2018 года. Разрешите я скажу, докончу свою мысль. До 2018 года что можно сделать? По долгу своей службы мне приходилось в Союз глав сельхозводоснабжения ездить по многим городам. Огромные мегаполисы, такие как Рига, Минск, ну не читая Якутску, да? Как же они-то поставляют чистую, хорошую воду? Я в этом разбирался. Мне дали карт-бланш пройти на эти водозаборы. И я посмотрел, значит, Рига... 2687 скважин стоит на берегу реки, качает воду, скважины. Причем они не качают, они 60 объединяют, мощный компрессор, и воздух подает туда, выдавливает воду, и она пошла чистая. Она профильтрована, это вода, которая профильтрована
нет в ней никакой мути уже, она профильтрована грунтом. Это называется, такие воды называются подрусловые воды, Рига. Точно такой же в Минске я приехал. 1640 скважин. Стоят, качают. Причем скважины, когда А у на нас это берегу применительно? реки, когда на берегу реки подрусловые воды забираются, они забираются, всего глубина-то нужна 40 и самое большое 60 метров. Скважину-то. Таких скважин, давайте я через 2 месяца натыкаю вам здесь, прямо на берегу реки нашей. Это будет, вы знаете, стратегическая вода. Почему? Она, во-первых, не будет поддаваться мутности. Во-вторых, мы в подходном канале находимся, где отстаиваются суда, где речной порт, где слив с 202-го микрорайона сюда. А мы ее хотим ковш создать, собрать эту воду плохую и начинать потом ее фильтровать и так далее, очищать. Мы опять ковшовый метод. Так давайте по берегу поставим скважины и будем качать уже профильтрованную грунтом воду, а уже дальше доводить ее до... И причем это на этот период, скажем, 100 скважин. Вот поставим, через 2 месяца будет 100 скважин. Цена стоять. вопроса интересует. Очень дешево. Ну 40 метров, это же не миллиарды, 4 миллиарда, ну о чем мы говорим? Так вот, поставили такие скважины, качаем на период, когда идет навигация, вот ледоход вернее, потому что лед это большой геологический агрессор, он смывает берега, он мутит воду, целые береговые там острова срезает, мутная вода, естественно. А мы ее забираем, эту мутную воду, и загоняем. У нас с водоканалом был разговор в октябре прошлого месяца. Я попросил, значит, прилетел из России, объезжал там города, тоже по своей же специальности, и предложил: товарищи, вот есть такие фильтры, я занимался фильтрами полжизни своей, и надежных я не мог нигде найти, ни в скважину поставить нормально. Даже дошел до оборонного завода, благодаря поддержке союзного этого министерства. Фильтры оборонного завода, пластмассовые, вроде исключительно. Скважину поставили, они все равно не то это. Так я нашел сейчас фильтра, значит, немецкого производства, и предложил, который выпускается у нас в России. Освоили производство, он не пропускает, толстая такая труба делается, полимерная, многослойная, она не пропускает отлично воду, но не пропускает ничего больше, никакой мути, ничего. Я приехал, доложил, показал фильм по этому поводу, значит, дал адреса. Второе, мы говорим, да, мы возьмем воду, мы, может быть, ее очистим, но мы ее пустим по нашим грязным трубам 100 километров, и получим то же самое. Так вот, я привез технологию, значит, ставится прибор на трубу. Эти приборы ставятся, значит, на атомных станциях. Вы знаете, там контур охлаждения реактора там же огромный, там 1000 труб. Вот так. Владислав Михайлович, давайте мы завершим вашу мысль Так вот, подождите еще раз. секундочку. Вот, а у меня реклама, она, знаете, ее реклама невозможно остановить. Владислав Михайлович, мы вернемся сразу после рекламной паузы. Такой разговорчик, да. Проект. И мысль, которую Владислав Михайлович... Давайте буквально минуту на завершение Буквально и сразу минуту. комментарий водоканала. Хорошо? Буквально минуту. Да. Я, значит, предоставил адреса атомной электростанции, которая эксплуатирует этот прибор, значит, очистки труб. Вот ставится, подключается электричество за счет вибрации, трубы аж синие, чистые. Значит, сказал, вот вам телефоны, вот позвоните на эту станцию атомную, вот позвоните на эту, вот с вами должен поговорить такой-то человек. Он вам скажет, хороший этот прибор или плохой. Комментарий. Ну, давайте я сначала по водозабору. ТЭЦ, ГРЭС и так далее, Да, вот буквально, давал коротко, телефон. По технологии. Значит, ну, видно, что значит, коллега разбирается в этом вопросе. Но ситуация в чем? На самом деле по миру очень много технологий применяется по очистке воды. Да, возможно, там в Риге где-то стоят скважины, где-то еще что-то стоит. У нас действительно применяется водозабор ковшового типа.
Ну, с 202 микрорайона, поверьте мне, там ничего не сливается, потому что у нас централизованная система водоснабжения, водоотведения, вернее. Так вот, по поводу технологии, смотрите, значит, какая задача была поставлена перед израильской компанией Тахал, это генеральный подрядчик. Первое, это подобрать такую технологию, которая будет применима именно при наших условиях, при вечно мерзлых грунтах, чтобы это все работало. И второй момент, именно с той водой, которая, ну, как говорится, в реке Лена. Вот. 8 месяцев только делали жар-тесты по технологии. Вот. И на сегодняшний день выбрана именно та технология, которая будет работать у нас. Не скважины, не еще что-то, а именно завод по очистке. Ну, это факт. Нет, вы говорите об очистке, мы же не говорим о водозаборах и так далее. А способ водозабор и скважин – это стратегическая вода, Понятно все. профильтрованная. Вы поймите правильно, на сегодняшний день... Сколько будет стоить такая вода? Давайте вот так вот решим. Ну, Но мы знаем на сегодняшний день, сколько стоит вода. Куб стоит 44 рубля. 1 куб воды – это 1000 литров. Дорого это или дешево? А из скважин Нет, но сколько после будет? очистки будет 200. А из например. скважины ее никто не считал. И это надо, как говорится, чтобы все это было решено проектом сначала. И, как говорится, пройдена должна быть экспертиза, А а что, голословно сложно сделать проект? предлагать это неправильно. И на сегодняшний сделать день, ну, проект? пользуясь, как говорится, моментом, хочу взять слово. В том плане, что вот оппонент говорит, что на водозаборе ничего не делается, водоканал ничего не предпринимает. Ну это же прямейшая ложь. На сегодняшний день, и, как говорится, и в прошлом году, и, как говорится, до этого мы проводим различные работы. Вы говорили, я вас не перебивал. Да. Мы проводим различные работы для улучшения качества воды. Вплоть до того, что емкостя красятся специальной краской. Роспотребнадзор об этом знает, чтобы не было дополнительного железа в воде, чтобы цветность, как говорится, не увеличивать. Значит, трубопроводы. Более 20 километров на сегодняшний день поменено трубопроводов пластиковых, как говорится, сталь на пластик поменяли. Это же меры. Как говорится, далее. В этом году мы пошли на то, чтобы, как говорится, памятуя прошлый год, пошли на то, что отремонтировали все 4 оголовника. Водолазы у нас, как говорится, всю зиму из-под льда практически не вылазили. Не вылазили. Поставили с оборонного завода. Конечно, я вам назвать его не назову. Да этот оборонный завод. Пластиковые. Нет, не пластиковые, а навивные фильтра. Значит, сделаны по очень прекрасной технологии. Коллеги, у нас все меньше и меньше времени остается. Давайте все-таки, человек у нас еще один присутствует, который на микроуровне. На самом деле, вот паводок – это золотая пора для очистителей воды, да, для водовозов, для водоносов. Николай Уваров, все-таки на микроуровне что можно сделать конечным потребителям? И в завершение я задам самый главный вопрос. Давайте. Ну, ситуация, конечно, более глобальная. Коллеги вот все правильно пояснили, что это нужно решать не только на местном уровне, это региональный, федеральный уровень. Вообще, по данным нашей ассоциации производителей питьевой воды, на территории России более чем в 40 субъектах водопроводная вода не соответствует круглый год нормам Санпин, да, как питьевая. Есть такая очень хорошая истина такая: ты то, что ты ешь и что ты пьешь. Соответственно, от качества потребляемой воды, вода – это основа жизни, зависит полностью наше здоровье. И в данной ситуации вот горожане постоянно привыкли судить о воде, о качестве только по 2 показателям. Это цвет и запах. А на самом деле там очень богатый химический состав. Поверьте, вода, которая приходит к нам в квартиру, она практически содержит всю таблицу Менделеева. Вот согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, 1 стакан хлорированной кипяченой воды, плохо очищенной, заменяет выкуренную сигарету. То есть мы посоветовали бы, как общественная организация, да, все-таки населению в данный момент как-то спасать ситуацию, спасать свое здоровье и употреблять дополнительно очищенную воду. Потому что То есть дополнительные фильтры все-таки? Дополнительные фильтра, либо заказывать уже готовую продукцию. Ну, другой альтернативы на данный момент, на данном этапе мы не видим. Что насчет... Мы добились установку локальных водоочистных фильтров на всех учреждениях детских, образовательных, социально значимых
объектах везде стоят фильтры. А что это Предприятия- мешает в многоквартирных домах сделать? Да, то же самое могут же сделать. У нас есть примеры Нет. по крупным Что мешает? управляющим У компаниям. нас Почему нет? стоят везде в домах фильтры, которые забиваются. Давайте я поясню. потому Это что просто дорогостоящее, да? Это дорого. Нет, это не столько дорогостоящее. Очень быстро, Сергей Викторович, хорошо? Очень быстро скажу. Вообще, по правилам 354 у нас установлено два вида фильтров. Называются грубые очистки. Это с магнитоулавливателем, который обезжелезнение делает. И второй просто взвешенные частицы останавливает. Все на этом. И перед квартирным водосчетчиком установлен такой еще мелкий фильтр. Да. Но этого явно недостаточно. Правильно говорит, должен быть обязательно фильтр, так называемый, чтобы убрать мутность, чтобы убрать светлость. Но это будет опять мертвая вода. Мы все говорим о мертвой воде. Для того, чтобы оживить ее воду, для этого должно быть озонирование воды происходить. И после этого еще дополнительный ряд мероприятий, только после этого вода превратится в живую воду. Вот о чем. Поэтому водоканал это делает. Даже если мы в МКД сделаем, мы, кстати, все посчитали. Мы посчитали, что если вот мы у себя в доме установим такие очистные такие фильтры, поставим, которые уберут и мут, и светлость, ну все как положено, превратят в такую фильтрованную воду, как мы покупаем обычно, которая стоит в 1000 раз дороже, чем мы покупаем водоканал. У нас, скажем, себестоимость эксплуатации такого, да, повысится стоимость где-то процентов на 50, а то и на 60%. Готовы ли жители платить? Нет, не готовы. Понимаете, здоровье бесценно, Тащить всё чисто равно. только воду питьевую в каждую квартиру, только для питьевых нужд, да, по отдельному счетчику, ну это безумно дорого получается. А так эту воду же мы потребляем для всего. И, как я говорю, для мытья полов, и для канализации, и непонятно для чего. И Короче, это дорого, да? это дорого. Но тем не менее альтернативное водоснабжение в республике развивается. У нас на сегодня 28 цехов по розливу воды в республике, 42 наименования бутилированной чистой воды производится. В городе Якутске таких цехов 11, которые разливают воду. Вы все проверяете? Да, Хорошо. все идет по Два плану. очень коротких вопроса. Главных. Первое. Снизится ли тариф на ваши услуги? Я прокомментирую, пожалуй, да, Сергей Александрович? Коротко. Да, очень коротко. Ну, как Сергей Александрович уже сказал, 44 рубля сегодня. Если будет построен завод по очистке, то есть новый водозабор, то цена за куб будет 240 рублей. 240. Но это будет датированный тариф, жители такое не будут платить. То есть, по крайней цену. мере, останется на прежнем уровне. Дима, Да, у меня для людей встречный вопрос останется водоканалу. Вы готовы хотя бы частично погасить населению? Мы же ведь, жители, покупаем бутилированную воду, которая, как я сказал, в 1000 раз дороже. Вы готовы хотя бы частично людям сделать перерасчет? То есть сделать УК Вот, ТСЖ вопрос, перерасчет, который а задают- жители бы тогда уже... Сергей Викторович, вопрос, который задают 95% звонивших нам на эфир. Они звонили на самом деле, но вопросы одного типа. Будет ли перерасчет? Все-таки кто мне ответит сегодня, будет ли Ну, перерасчет? на общественном совете я могу сказать, что вот мы инициировали на общественном совете РЭКа, да, инициировали этот вопрос о том, чтобы попытаться сделать временный тариф. Мы назовем его пока условно так, потому что закон не предусматривает другого вида воды, кроме как питьевая. Поэтому временный тариф на период паводка попытаться РЭК может установить. Ну, То есть это на будет основании 27 этого временного числа. тарифа можно сделать некий перерасчет, да? Ну, некий, да. Менять Потому имеется что в это виду 17-й, временный 18-й тариф, год. да. Это же впереди 2 года еще. Роспотребнадзор. Я бы хотела сказать, что касается перерасчета именно за вот 2015 год, да, обязать управляющую компанию сделать перерасчет может только суд. Поэтому потребители, которые хотят перерасчет, им нужно идти в суд. Иначе Судиться, нет, судиться и еще раз есть судиться. другой метод, которым пошла прокуратура. Они сейчас подают в защиту неопределенного круга лиц по конкретным управляющим компаниям. Сейчас они подали на 5 управляющих компаний. Вот если вступит решение в силу, если они вообще выиграют, то эти 5 управляющих компаний уже должны будут автоматически сделать перерасчет потребителей. Но мы опять сейчас... Вот Автоматически для перерасчет. чего вот это вот... Вот для чего вот эта война? Я не могу никак понять. Для чего вот эти дурацкие тупые призывы прокуратуры, там, Роспотребнадзора призывать к тому, чтобы жители воевали со своими УК и ТСЖ? Перерасчет Для чего? это Когда мы только можем, в вера. принципе, Сергей мирным Викторович, путем у нас это решить? кончается, к сожалению, эфирное время. Все-таки в спорах рождается некая истина, часть может быть истины, и о том, что нас ожидает и что нужно сделать для получения чистой воды, мы попытались, по крайней мере, сегодня поговорить. Увидимся.